Мурыська, кс-кс-кс-кс. Мурыся, 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 пора сказку начинать. Мяу, тут красота такая, весна. Мяу. Бегу, бегу, бегу. Ну вот эту с тобой сказку сегодня почитаем. Хорошая. Цветы. Ой, простите. Ну ты опять опаздываешь. Ой, ну простите, я весной любовалась. Там так красиво, все цветет. Мяу. Вот как раз сегодня мы с Мишкой и выбрали сказку, которая называется «Как любовь спасла розу». В одном саду жило много разных растений. Там были деревья, кустарники, цветы и даже травы. Сад был прекрасный, почти сказочный. Посажены все растения были с большой любовью, и жилось им на редкость хорошо. Весной первыми распускали цветы подснежники. А вот и мы. А вот и мы. Не ждали первых цветочков так рано. Не ждали первых цветочков так рано. За ними появлялись разноцветные тюльпаны. Они весело перебивали друг друга. Не случайно на этом месте посадили именно меня. И меня. Нет меня. Нет меня. И Затем меня. распускалась майская сирень и пионы, и только потом зацветала царица сада роза. И цвела она до самых заморозков. Остальные цветы, которые распускались вместе с ней, казались не такими уже красивыми и яркими. Роза была посажена на самом видном месте посередине сада. Цветки ее были крупные, ароматные и очень изящные. Все любовались розой и вдыхали ее нежный и манящий аромат. А неподалеку, от задней калитки в тени, куда никто обычно и не забирается, росла ромашка. Место это было тенистое, даже немного мрачное. Вот здесь когда-то и посадили ромашку, чтобы она оживляла этот унылый уголок. Так и получилось. Когда наступала пора цветения, ромашка приветливо раскрывала свои белые лепестки и радостно кивала, как бы здороваясь со всеми. Привет, доброе утро. Как поживаете? Отлично. Отлично. Рада вас видеть. Все остальные цветы любили с ней пошептаться и поделиться секретами. Да и вид у ромашки был всегда скромный и опрятный, а это всем нравилось. Белые лепестки выглядели как выглаженные белые воротнички, поэтому ромашка была похожа на девочку-отличницу. Вот только она никогда не зазнавалась по этому поводу. А у розы друзей почти не было. Разговаривать она ни с кем не желала, а хотела только, чтобы ей любовались и восхищались. Спору нет, она была прекрасна. Вот только на стеблях у розы были острые-преострые шипы. Неизвестно, зачем их создала природа. Дорогая Роза, зачем вам такие острые шипы? Ведь о них можно больно уколоться. Но Роза в ответ только махнула веткой. «Ах, не все ли равно, есть у меня шипы или нет?» – подумала Роза и оправила лепестки. «Главное – это красота, которую я всем дарю. Тем более, что я тут такая одна». Словом, Роза из-за своих шипов особенно не переживала. По правде сказать, она вообще о них не задумывалась. Какая разница? Мне, честно говоря, все равно. А если кто и уколется, это его проблемы. Рядом с ромашкой рос большой куст шиповника. Да, он считался просто кустом, хотя и приходился Розе родственником. Шиповник часто думал о несправедливой судьбе. Вот Роза разважничалась. Никого не хочет знать, кроме самой себя. Нет, чтобы со мной поговорить или просто по-дружески мне помахать. Вон какая она важная и самодовольная, стоит посреди сада, будто дерево. О чем ты так задумался? Спросила у шиповника ромашка. Я думаю, что это несправедливо. Что несправедливо? Мы вот с Розой родственники, а она меня даже за цветок не считает. Так возгордилась, что и не взглянет в мою сторону. Красуля эдакая. Но она и правда самая красивая. Если не она, кто бы так украсил сад?
А стоит она посередине, чтобы всем ее было видно. И это правильно. Вот если меня поставить посередине клумбы, все просто удивятся. Ведь я очень простой цветок. Да, ты, ромашка, милая и тихая. Всем бы быть такими уютными и скромными. А роза наша, хоть и красавица, но вот больно уж разважничалась. С ней не поговорить нельзя, не посмеяться, не поболтать о погоде. Она, знай, все жеманничает. К чему же такая красота, когда с ней всем неуютно? Да еще колючки свои отрастила, чтобы всех колоть. Да что ты, ничего она не отрастила. Наверняка они у нее сами выросли, а она и не знает зачем. Я у Розы на днях поинтересовалась, зачем ей такие острые шипы, но она мне даже не ответила. Вот видишь, какая зазнайка. Даже на вопрос ответить не желает. А по-моему, она просто не знала, что сказать в ответ. Да что ты ее защищаешь? Она на днях соловья прогнала, чтобы он не садился на ее ветки. А вчера эта особа даже маленького щенка уколола своими колючками. Ни стыда, ни совести. А за что она его так? Да ни за что. Просто из злости, чтобы он не пробегал мимо нее лишний раз и не мешал ей красоваться. Да нет же, она случайно. Не знаю, конечно, но, по-моему, все это из-за ее злого характера. Услышала Роза этот разговор и очень удивилась. Ей ведь казалось, что если ты красив и находишься в центре внимания, к тебе все будут относиться с уважением и любовью. Ну, подумаешь, какой-то маленький щенок. Он же совсем невоспитанный, надо его немного и проучить. Нельзя же так бегать по всем клумбам без разбора. А вот соловья я не прогоняла, это не напрасно. Хотя, что это я оправдываюсь? Я же здесь самая яркая и красивая. Какое мне дело до пересудов? И Роза еще раз оправила свои лепестки. Хочу капризничаю, захочу могу больно уколоть, а хочу радуюсь сама и радую своей красотой других. Ведь главное – это мой сладкий аромат и чудные цветы, а все остальное можно и потерпеть, думала Роза. Но терпеть ее капризы всем уже надоело. И постепенно о красоте Розы как бы забывали, а помнили только о ее недостатках. Как несправедлива судьба! Обо мне судят только по сплетням и домыслам. Вот если бы меня пересадили куда-нибудь в оранжерею или в королевский сад, тогда бы здесь все поняли, как без меня плохо. Вот тогда бы они и пожалели, что относились ко мне несправедливо. От этих грустных мыслей листья у нее пожухли, а потом и бутоны опали. А уж если нет бутонов, то не будет и цветов. Лето было в разгаре, вовсю зеленела трава, буйно цвели колокольчики и люпины. Только не было в этом саду прежнего великолепия. Сначала никто не понял, почему. Вроде бы чего-то не хватает. Все хорошо, но не прекрасно. Красиво, но не так, как обычно. Первой заметила перемены ромашка. Она шепнула шиповнику. А что с нашей Розой? Что-то она долго дремлет, и нет у нее ни бутонов, ни цветков, да и вид какой-то понурый. Может, ей не здоровится? Да что с ней церемониться? Ничего страшного не произошло. В нашем саду и так все красиво. Цветет роза или нет, особой разницы не вижу. А скоро и у меня будут цветки. Я вам заменю вашу несравненную задаваку. И правда, шиповник зацвел уже на следующее утро. Цветов у него было очень много. Цвет ярко-малиновый, запах, хоть падай, очень крепкий и сладкий. По сравнению с розой, пожалуй, слишком просто и грубовато. Но зато как он старался! Здорово у тебя выходит. Восхитились колокольчики. Хоть на розу и не похоже, но очень ярко у тебя получается. А шиповник только удивлялся, что его не сравнивают с розой. Неужели я не такой, как она? Листья тоже зеленые, цветы малиновые. Да и вообще мы родственники, можно сказать, близкие.
Неужели я не заменю вам розу? Не обижайся, шиповник. Прошептала ему ромашка. Ты очень симпатичный и ароматный, но роза, она все-таки самая красивая и благородная. Нам, простым цветам, ее не заменить. Давай попробуем нашу розу вылечить. Может быть, она просто заболела? Спесивый нрав не лечится ничем и никак. Ах, как ты колюче разговариваешь. Теперь я вижу, что вы с Розой родственники. Шиповник спохватился. Действительно, нельзя же так колоться. Злословлю и задаюсь. Получается, я сам противный злюка? Эй, Роза, где твои бутоны? Но Роза ничего не сказала в ответ. По вечерам в саду становилось особенно тихо. Все маленькие дневные птички укладывались спать. Только соловей все пел песенки нашей Розе, чтобы подбодрить ее. Но Роза как опустила свои листики, грустная и понурая. Ни один цветок не зацвел больше на ее ветвях. Не печалься, Розочка. Сейчас мы споем тебе летнюю песенку, и тебе станет легче. Прошептали колокольчики и зазвенели на разные лады. Но Роза в ответ на радостный перезвон синих бутончиков только промолчала. Тогда ромашка решила устроить в саду большой шум, чтобы приободрить и разбудить Розу. Она попросила все деревья, кустарники, травы и цветы громко зашелестеть и захлопать своими листьями. Давайте все дружно разбудим нашу прекрасную Розу и попросим ее зацвести. И все, подумав, согласились, ведь без Розы действительно стало совсем хмуро и пусто. Тогда деревья зашелестели листьями, кустарники защелкали ветками, и даже маленькие маргаритки пытались что-то прошептать. В саду поднялся сильный шум, треск и свист. Это было так громко и внезапно, что поневоле наша Роза приподняла поникшую голову, чтобы узнать, что тут происходит. Что случилось в нашем саду? Неужели на нас напал ураган? Тихо спросила она. Нет, ответил ей ромашка. это никакой не ураган. Это все цветы, и травы, и деревья, и кустарники пытаются тебя разбудить и попросить зацвести вновь. Да? А я подумала, что уже никому здесь не нужна, и что мне осталось только медленно засыхать. Зачем же засыхать, когда жизнь так прекрасна? Зазвенели колокольчики. Ведь лето и так слишком коротко, чтобы стоять и сохнуть, как старый веник. Ты нам всем очень нужна. Воскликнула ромашка. Сад без тебя не сад, и лето не лето. Раскрывай свои бутоны побыстрее и цвети на радость всем. Роза в ответ на эти слова встрепенулась. Листики ее поднялись к солнцу, а через несколько дней появились на ее ветках и новые бутоны. И вскоре роза зацвела. Красота, так же, как и гениальность, встречается редко. Поэтому стоит быть к их обладателям снисходительными. Если их вовремя не поддержать, как и нашу прекрасную розу, они могут просто исчезнуть, не распустив своих бутонов. Жизнь, конечно, останется жизнью, но будет серой и будничной без этих ярких цветов. Ой, какая замечательная сказка. Восторг! Понравилось? Очень понравилось. Очень понравилось. Подождите, время ложиться спать. Спокойной ночи, девочки и мальчики. Пусть вам приснятся ароматные цветочные сны. Спокойной ночи.